Сейчас действует закон о 50-процентной, о 50% составляющей кыргызского языка на всех продукциях, которые выпускаются телерадиокомпаниями. Как я знаю, даже эта норма не соблюдается. Естественно, она не будет соблюдаться, потому что для создания любого контента необходимы средства. А если телекомпании еле выживают, тем более в условиях кризиса, когда практически все рекламодатели урезали свои бюджеты на рекламу, естественно, соблюдать закон о создании кыргызскоязычного контента, а тем более дублирование сериалов или же фильмов на кыргызский язык, речи не должно быть. И поэтому я бы хотела обозначить, что прежде чем что-либо требовать с телерадиокомпаний, со СМИ, власти государству необходимо обеспечить условия для развития. Как можно требовать то, чего как бы они сами не понимают, что это может им принести? Естественно, это останется на бумаге, или же это приведет к давлению на СМИ. Это очередной способ будет просто убрать неугодные СМИ. Я даже не думаю, что государственные или подгосударственные СМИ выполняют этот закон. Только лишь потому, что собственный контент в большей степени у таких СМИ составляет где-то около 3 часов в сутки, если еще и с повторами. Это свои собственные передачи, новостные программы, которые не превышают там 30 минут. И все остальное идет как показ кинофильмов. А кинофильмы дублировать это очень дорого. Очень дорого. И у нас практически 2 или 3 вот эти вот компании, которые могут переводить фильмы на кыргызский язык. А чем заполнять 24 часа в сутки телерадиокомпаниям? Естественно, только фильмами. В большей степени, конечно, пиратскими. И на самом деле необходимо и телерадиокомпаниям тоже подумать о том, чтобы хотя бы защитить себя, там, высказаться, хотя бы обозначить, что это просто убьет весь медиарынок, который на данный момент существует. И так мы ничего не просим у государства. Мы не просим, чтобы они нас субсидировали, как это происходит в Казахстане. Или же мы не просим ввести налоги, как это налоги на рекламу, чтобы оттуда получать какую-то дозу бюджетных денег, да, как это есть в Грузии или в Швеции, например. Мы просто просим ничего не делать, ничего не придумывать, не мешать просто. Не надо сейчас пытаться таким образом, каким-то образом повлиять на то, чтобы там большая часть населения говорила на кыргызском языке. Требованиями того, чтобы телерадиокомпании передавали контент на кыргызском. А для того, если вы хотите развивать кыргызский язык, а его нужно развивать, то не нужно это делать просто драконовскими способами, заставлять, то есть чужими руками, получается, они это делают. Телекомпании и так ничего не зарабатывают, да? То есть СМИ это не бизнес. В большей степени, конечно, СМИ сейчас выживают. И есть просто угроза того, что очень много телерадиокомпаний и так закроются. А мы не можем конкурировать даже с узбекскими или казахскими телекомпаниями, которые уже транслируют на кыргызскую территорию. И поэтому необходимо нам, это информационная безопасность всей страны. Чем больше хороших, качественных кыргызских телерадиокомпаний страны, тем лучше для страны, потому что мы должны этот контент развивать практически не только на всю Кыргызскую республику, но и Центральную Азию. А что мы сейчас видим? Мы видим, что хорошие телерадиокомпании Казахстана, России и Узбекистана, они дают хороший контент и транслируются на нашу территорию. Вообще-то мы еще 2 недели назад начали обсуждать это, ну вот, как бы так, потому что тогда уже вышел же, юрист, кстати, с Медиаполисе же, забыл, Акмат, по-моему, тогда показывал. Потом мы пригласили, кстати, главу госкомиссии, он приходил 18 ноября, у нас на эфире был на кыргызском.
И мы его специально, кстати, позвали, в том числе по поводу вот этих дел. Но нас больше всего, конечно, волновал это вопрос по закону о ТРК, имеется по госязыку. Они, оказывается, прописали норму 65%, не менее 6 из 5 должно быть на кыргызском языке контента. Ну, если так грубо говоря, там детали. Причем там у них кралась ошибка, он сам признался, что в одной редакции 70, а в другой редакции 65 на русском. Да, нет, 65 все-таки он сказал, что 65% норма. Так, ну что еще сказать? Что касается 50, оно неисполнимо практически. И не могут, грубо говоря, их это даже проконтролировать. Вот сейчас тоже отдельный вопрос поднимаем. Там еще, насколько я знаю, они этот не прошли. АРБ или как он называется? АРВ, анализ регуляторного. АРВ, да. Ну, если откровенно, то, конечно, сможет. В том плане, что и НТС, кстати, Миржан говорил, но вопрос в том, что это и так бьет сейчас по качеству, оно еще сильнее ударит. То есть мы сейчас как делают все каналы, если бы хотели исполнение, то они просто ставят клипы и фильмы на киргизском. Ну, то есть местные фильмы и клипы. Соответственно, этим самым как бы они вроде исполняют закон, но они убивают вообще само это телесмотрение в целом. Механически это исполнить можно, но практически это, конечно, удар по отрасли. А если как положено делать, то нет, потому что это экономически невозможно. Сколько стоит озвучить фильм? Вот у вас же занимается народ озвучкой, то есть это же дорогое удовольствие. Конечно, да. Сколько даже один одноголосый, он стоит, скажем, со всеми работами, он может стоить в районе $100. Как минимум. Фильм, а если как положено делать, то это где-то один фильм выходит $300. Ну, дубляж. И это много времени, кстати, занимает, то есть целая команда. Но дело не в этом. Дело в том, что там же в законе еще, даже в старом законе, 50% должно быть национального продукта. То есть да, именно авторский контент, да? Да, то есть сделано именно в Кыргызстане должно быть. Это вторая норма. Их же две, языковая и по продукту. Соответственно, здесь вот представляем. То есть именно производство, она требует затрат. Вот в этом и будет проблема. Собственно, по всему закону там это все будет. Но этот руководитель, он прям такой пертый. Он считает, что вот это единственный способ развить язык. Но он филолог по образованию, естественно, что ему пофиг. Он вообще даже, он так сказал, кстати. Но это, я не знаю, в интервью он сказал нет, но он за кулуарах сказал, кумтор есть, говорит. Что-то такое. Откуда возьмем деньги ему? Эти спрашивают, а где? Как осуществить? Там же столько этих. Он говорит, кумтор принесет.